эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Действующие лесные пожары в Якутии не несут угрозы населенным пунктам. Идет тушение. Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается в республике. В Мирном высадили 500 саженцев яблони во время экологической акции. На борьбу с лесными пожарами из резервного фонда правительства Якутии будет направлено дополнительно 50 миллионов рублей. Сейчас первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников вместе с рабочей группой находится в Нюрбинском районе. Сразу по приезду он провел оперативное совещание по борьбе с лесными пожарами. Отмечено, что сезон сухих гроз еще не начался, но из-за человеческого фактора в Нюрбинском и Сунтарском районах начались лесные пожары. Уже возбуждено 4 уголовных дела. Причинами их возникновения в том числе явились факты неосторожного обращения с огнем. Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня утром было принято решение усилить группировку сил и средств в Вилюйской группе УЛУСов, запросить федеральные резервы у авиалесоохраны. Также были направлены запросы на привлечение авиации МЧС России, в частности самолета Б-200. По словам Дмитрия Дмитриевича, прилет самолета ожидается в течение дня. Кромка пожара была на автомобильной дороге, а линия проходит левее автомобильной дороги. Значит, там пожар практически сейчас потушен. Значит, итого у нас там 10 опор необходимо заменить. Так, значит, работу мы буквально где-то через час-полтора начнем. И я думаю, к ночи электроснабжение села Нюрбачан восстановим. Ну и, возможно, завтра начнем работу по линии 10 киловатт Чкалов. То есть это участок АД. На данное время установлено 3 лица, причастных к возникновению пожара. Это по 3 лесным пожарам. Также возбуждено 1 уголовное дело по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. К началу пожароопасного сезона отделением надзорной деятельности были проверены все населенные пункты, подверженные к угрозе населенного пункта. Все 8 населенных пунктов имеют предписание по созданию минимизованных полос шириной 10 метров вокруг населенного пункта. Провели информацию о принимаемых и необходимых принимаемых мерах. В принципе, на сегодняшний день мы видим, что большая работа проведена Нюрбинским звеном. Ну и сейчас будем также для информирования, что мы подали эту заявку на перебазирование в Мирной авиации МЧС России Б-200. Угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в Нюрбинском районе Якутии нет. Об этом сообщил начальник районной единой дежурно-диспетчерской службы Афанасий Кириллин. Ситуация находится на контроле, идет тушение 3 пожаров. Работы ведутся по кромке возгораний при помощи мотопомп и ранцев. Проводится прокладка минерализированных полос и противопожарных разрывов. После облета территории будет принято решение о применении вертолета Ми-8 МЧС России. Сводка на 14:40 оперативного штаба Нюрбинского района. 14:35 вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством на населенный пункт Нюрбачан. После работы по периметру пожара номер 13 будет вылет на населенный пункт Кангаласы. Будет работать по периметру пожара номер 18. В 9 километрах от участка Тумул Сунтарского района горит 205 гектаров. На месте работают 155 человек из числа сотрудников МЧС и добровольцев. Задействованы 3 бульдозера, трактор, тягач, 12 автомашин, 3 водовоза. Угрозы населенным пунктам нет. Еще один очаг возгорания находится в 15 километрах от села Вилючан. Точнее, в 1,5 километрах от местности Аюсут. Там работает 36 человек, из техники 1 трактор, 2 вездехода и 7 моторных лодок. Пожары в селах Тюбя и Шея находятся под круглосуточным контролем. Там задействованы 375 человек и техника. Сегодня ожидается облет территории. По состоянию на 5 июня текущего года на территории Сунтарского УЛУСа действует 4 лесных пожара. 2 лесных пожара на территории Шеинского и Тюбяйского наслегов готовятся к локализации.
Лесной пожар под номером 8 на территории Вилючанского наслега находится в 20 километрах от населенного пункта Хардогой. Сюда мобилизовано 60 человек, также необходимые мощности тракторной техники и вездехода. Лесной пожар под номером 7, который действует на территориях Кутанинского и Кюкайского наслегов, прошлой ночью был удержан и находится в настоящее время под контролем. В настоящее время также сообщают, что угрозы населенному пункту нет. Местами грозы и высокую пожароопасность леса прогнозируют в нескольких районах республики 5 и 6 июня. Так, грозы с порывистым ветром до 17-22 метров в секунду ожидаются в Мирнинском, Ленском, Верхоянском, Кобяйском и Устьянском районах, а также в Вилюйской группе районов завтра, 5 июня. Кроме того, 5 и 6 июня в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском и на западе Ленского районов прогнозируют установление высокого 4 класса пожароопасности леса. Доля россиян с иммунитетом к COVID-19 неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более 10 миллионов человек. Всего сделано 25 миллионов прививок. Напомню, вакцинация в стране стартовала в декабре прошлого года. Она проходит во всех регионах. В Якутии продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. По последним данным, в регион поступило более 200 тысяч доз вакцины. Всего использовано 87,6% от общего объема. Прививочные пункты сегодня работают в каждом населенном пункте региона. В Якутске это не только поликлиники, но и крупные торговые центры, автовокзал, а также поликлиники. В столичной поликлинике номер 1 с начала кампании провакцинировано 15 тысяч горожан. Сегодня 7 человек перебилось от первого компонента ГАМ-ковид-вак. И второй компонент тоже получили 6 человек. В будни, допустим, народу много бывает? В будние дни много народу бывает. Люди приходят, заполняют анкету, информированное согласие, проводит врач беседу, осматривает и потом только дает разрешение на вакцинацию. И после вакцинации пациенты должны сидеть 30 минут, потом только, если состояние лучше, мы подпись ставим и они уходят домой. А выездные бригады у вас тоже работают, да? Да, у нас много выездных бригад по организациям, очень много врачей на дому ходят и вот в торговых центрах сидят и работают целый день. Сотрудники компании «Алроса», которые прошли вакцинацию от COVID-19, получили призы. В Мирном состоялся первый этап розыгрыша среди работников. Участие бесплатное, налог с полученных победителями призов оплатит компания. Среди подарков – палатки, электросамокаты, бытовая техника и многое другое. Отмечу, что все привитые сотрудники разных возрастов чувствуют себя прекрасно и никаких негативных последствий от прививки не испытали. Чтобы оказаться в списках претендентов на остальные призы, сотруднику группы компании «Алроса» нужно получить первый или второй компонент вакцины от коронавирусной инфекции, потому что совсем скоро пройдет второй этап розыгрыша. В финале разыграют автомобиль. Я решила привиться, чтобы не заболеть, чтобы свободно ездить в отпуск, не бояться. Ощущений никаких ни после первой, ни после второй прививки не было. Но я бы всем посоветовала привиться и не бояться. Прививку я поставила для того, чтобы защитить себя и своих близких. И после прививки я ничего не почувствовала. И у меня не было никаких симптомов, ни температуры, как многие об этом говорили. У меня никаких симптомов не было. Прививайтесь, чтобы защитить себя и своих близких. Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. Как известно, вред для природы приносят использованные батарейки. Они заражают воздух, почву и воду тяжелыми металлами и щелочами. Энергетики Нюрнбергской ГРЭС поддержали экологическую акцию «Села батарейка» и собрали на утилизацию 200 килограммов батареек. Совместное мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей и республиканской акции «Природа и мы», проводилось в виде соревнования между структурными подразделениями НГРЭС, главная задача которых была собрать максимальное количество отработанных батареек. Победитель определялся по усредненному вкладу в сборе источников питания. Это была инициатива Нюрнбергского района. Мы получили
от них письмо, программу проведения года экологии. Там не только сбор батареек, там достаточно много мероприятий намечено, и в которых, собственно, мы тоже будем участвовать. Мы организовали эту работу. Вот, как вы видите, сегодня у нас все получилось. Энергетики подошли очень ответственно и за 2 недели акции собрали в общей сложности более 200 килограммов бытовых и аккумуляторных батареек. Сегодня на Нирингринской ГРЭС собрали 79 килограмм, это бытовые батареи, аккумуляторы различные, и 120 килограмм 800 грамм, а аккумуляторный цех проявил инициативу, предоставили еще аккумуляторы от бесперебойников. Мы сейчас все это централизованно соберем у нас в комитете и потом будем отправлять в Якутск. То есть там есть организации, которые занимаются именно утилизацией опасных отходов. Туда входят и аккумуляторы, и батареи, и ртутные лампы. То есть все передадим им для утилизации. Первое место по сбору батареек занял коллектив цеха информационных технологий и связей. На 2-м месте – лаборатория металлов и сварки. И на 3-м – электрический цех. По итогам акции всем участникам вручены благодарственные письма от Нирингринского комитета государственного экологического надзора за вклад в охрану окружающей среды. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В Мирном появится яблоневый сад. 500 саженцев плодового дерева высадили 4 июня во время экологической акции. Какую часть алмазной столицы они украсят и как долго приживаются, расскажет Иванна Филиппова. Яблоневый сад – так называется акция по посадке саженцев сибирской яблони. Организатором мероприятия является экологический центр акционерной компании «Алроса». По их инициативе ежегодно высаживаются деревья и кустарники не только в центре, но и в городском парке. 50 деревьев привезли из Кемерово, им примерно 6-7 лет, и саженцы в отличном состоянии. Облагораживание территории поддержали сотрудники структурных подразделений компании и работники Центра дополнительного образования. И со мной рядом исполняющая обязанности заместителя руководителя экологического центра «Алроса» Алена Дьяконова. Алена, здравствуйте. С какой целью проводится данная акция? Основная цель проведения сегодняшнего мероприятия – это создание комфортных, облагороженных территорий в городе Мирном. Компания «Алроса» уделяет большое внимание природоохранным мероприятиям, в частности, в целом экологии, как одному из приоритетных и значимых направлений в деятельности. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь в организации данной акции сотрудников структурных подразделений, в частности, Мирнинского ГОКа, юридического центра, и нашего поставщика вот таких прекрасных яблонь Армена Ипаритовича. Все, спасибо большое. Ну, а я расскажу о деревьях. Да? Сибирская яблоня – это многолетнее плодовое дерево. Это самый зимостойкий вид, его еще называют сибирка или яблоня ягодная. Плоды мелкие, напоминают ягоды, отсюда и название. Такие деревья, например, растут в ботаническом саду у нас в Мирном. Деревья достигают примерно 5-10 метров высотой, цветки белые, плоды круглые, и они достигают где-то сантиметр в диаметре. Яблоня обычно цветет и плодоносит на 5-й год, и сейчас самое главное, чтобы деревья прижились. И как нам объяснили сотрудники экологического центра, саженцы будут регулярно поливать и ухаживать, и этим займется цветочный салон «Кристина». Если все получится, то через несколько лет здесь, в храмовом сквере, будут цвести яблони. К этому часу вся информация. Мы следим за развитием событий.